Я приглашаю на сцену следующего спикера Марию Витарази, руководитель маркетинга НЭЦ, пути развития маркетинга от маркетолога-новичка до директора по маркетингу. Спасибо большое. Да. Какая была презентация. Вообще классно. Я протез... Ну ладно, сейчас решим. Добрый день. Я еще, меня классно представили, но я еще чуть дальше себя прям подробнее про себя расскажу. Спасибо большое, что пришли. Как вы заметили, я поставила олив огромным таким на своей первой странице. Как думаете, почему? Нет, я не работаю, я работаю в НЭЦе. Почему? Возможно. Смотрите, с целью того, что сегодня нас всех здесь объединил олив. Это классная возможность и площадка просто обменяться знаниями, просто послушать кого-то. Я не могу сказать вам, что я вам сейчас просто возьму и научу стать маркетологом за 30 минут. Потому что я там уже 12-13 лет в этой сфере, и прям по щелчку я вас этому не научу. Но Олифу я хотела выразить благодарность за то, что он дает возможность таких инсайтов. Да? То есть мы сегодня все здесь собрались для того, чтобы познакомиться где-то с друг другом, обменяться контактами. И, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью нетворкинга. Это очень классная история таких мероприятий. На такие масштабные мероприятия, где выступают много спикеров, идите с четкой задачей того, что вы с кем-то познакомитесь, и для вас это будет супер полезно. Сегодня мне такая выпала честь говорить на тему от новичка до директора по маркетингу. Я этот путь прошла, с вами поделюсь, какие шаги нужно предпринять. Сейчас попробую разобраться с кликером. Почему он не работает? Ясно. Ладно, весь мой интерактив сломали. Давай, я хочу узнать, кто здесь собрался. Почему? Потому что я хочу говорить на вашем языке. Поднимите руки, люди бизнеса. Есть здесь люди бизнеса? 1, 2, есть. Классно. СММ. Супер, 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 классно. Таргетологи. Малик, что ты руку не поднимаешь? Классно. А маркетологи? Тоже есть. Супер, классно. Значит, мы будем на одной волне. Для чего, мы здесь собрались все? Наверное, чтобы узнать, как быстро вырасти до директора. Как думаете, возможно сразу стать директором по маркетингу? Нет? Почему? Можно. Можно, да? Обсудим эту тему. Наверное, вы еще сюда пришли, чтобы немного понять, как лучше делать маркетинг. Я пару какими-то кейсами с вами поделюсь тоже. И как модно делать SMM. Но про это я не буду рассказывать, потому что SMM – это один из каналов маркетинга. Маркетинг, он очень обширный. Я просто про SMM говорить не буду, буду говорить в общем. Но не могла вас не отметить, потому что сейчас это очень большой тренд на рынке Таджикистана. И мы все знаем, как СММщики динамично развиваются, берут проекты, и все, в принципе, у них идет хорошо. В принципе, это я, Мария Витарази, руководитель маркетинга. Уже более 12 лет опыта у меня в сфере коммуникации, пиара, маркетинга и внедрения крупных проектов. И еще я хочу похвастаться, что я основатель маркетингового клуба, в котором цель моя, чтобы все маркетологи Таджикистана были, то есть подтягивались и росли. То есть мы были примером неким для тех ребят молодых, которые только начинают, и очень бы хотелось быть этим примером.
Я не просто так отметила то, что я сейчас являюсь студентом MBA. Почему? Потому что весь путь, да, на самом деле, если мы не будем обучаться, если мы не будем вкладывать в свои знания, к сожалению, мы не дорастем до директора по маркетингу. Даже если вас просто поставят, бывает такое, что там папа открыл компанию и говорит тебе: слушай, ты там в сторисы классно выкладываешь, давай иди, будешь у нас маркетологом, да. В любой момент, как сейчас вот много говорил наш первый спикер, спасибо ему большое, давайте ему поаплодируем. Почему? Потому что первым выступать так тяжело. То есть, представляете, да, он прям взял, нам здесь рассказывал такие классные вещи про идентику и так далее. Спасибо большое. Без образования, к сожалению, мы не сможем дорасти. Свет выключили? Классно. Вот. Давайте расскажу. Вот это вот я, это мое первое мероприятие в большой компании в 2012 год, когда я пришла в Билайн. Я здесь такая молодая, 22-летняя девчонка. И сейчас вот, да, то есть я просто специалист по коммуникациям, и я пришла туда, я еще действительно, я с университета, у меня не было никакого опыта, но мне доверили провести первое открытие офиса. Это мое первое открытие офиса. И что пошло дальше? И, в общем, я доросла до того, что теперь я вот в кругу таких крутых ребят, которые меня вдохновляют, которых я, возможно, где-то вдохновляю, мы объединяемся. То есть от новичка я доросла до человека, который уже создает комьюнити. Маленький, но тем не менее комьюнити. Вот здесь мои близкие друзья, вы, наверное, их, может, знаете, если видно по фотографии, это яркие личности нашего города. И мне очень приятно, что я к этому доросла, но да, это был длинный путь, это была куча сертификатов и обучения. Я даже не добавила сюда, если честно, часть. Это то, что у меня там за последнее время было на компе, я решила поставить. И знаете, что я вам хочу сказать? Если мне вот этот цитат очень нравится. Лучший способ там приобрести хорошую репутацию, если говорить, да, про личный бренд и развитие свое, и образование и так далее, что постоянно нужно... станьте тем человеком, которым вы хотите быть. То есть вот уже старайтесь себя вести. Вот именно так, как вы бы хотели там быть там, через 10 лет. Я точно хотела через 10 лет быть, там, я не знаю, уже может быть каким-нибудь президентом компании, но тем не менее целься в Луну, да, попадешь в звезды. Я очень вас призываю к тому, чтобы вы целились в Луну и были уже теми людьми. Вот сейчас очень такая популярная тема личного бренда, да, почему потом чтобы вы подняли руки, здесь много новичков и те, кто только на пути становления своей профессиональной карьеры. И вот мой посыл, личный бренд, это когда вы уже рождаетесь, это уже ваш личный бренд, да, то есть вы родились в определенной семье, вашу семью знает определенный круг людей, да, то есть там друзья ваших родителей уже знают, что вы его ребенок. Вы так или иначе всегда формируете свой личный бренд, то есть она была отличницей в школе, она классно училась в университете, там он играл в КВН, то есть все ваши шаги и все ваши принятия решений какие-то имеют значение. И я хотела бы, чтобы вы принимали такие решения в сторону образования, реализации, принятия таких решений, которые бы... и вообще то, что вы сегодня пришли сюда, в субботу, когда вы могли просто поспать, это говорит о том, что вы все классные здесь ребята собрались. Можете себе поаплодировать. Так что вот если как бы можете сфоткать этот слайд, эту фразу, вот она для меня вот очень как бы ценна. Почему? Потому что то есть стремитесь быть тому, кем вы хотите быть, и это получится. Я всегда так думаю. Ну, про как делать маркетинг, да, я вам, конечно, сейчас не могу рассказать, да, ну, как прям сразу делать маркетинг весь, но я вам скажу, что будут от вас ожидать работодатели, когда вы придете работать маркетологом в какую-то компанию. В первую очередь, конечно, это узнаваемость бренда, это новые клиенты, и будут от вас ожидать увеличения продаж. То есть, если вы уже там СММщик даже, там, потому что даже у СММов требуют что? Что требуют от СММ?
Продажи, правильно, супер. Все хотят, сейчас почему стала эта тема маркетинга так популярна? Как вы думаете в Душанбе, вообще в Таджикистане? Появилась конкуренция, появилось много новых бизнесов, да, компаний, все хотят отстроиться, все хотят выделиться, все хотят больше зарабатывать. Из-за этого появляется такая потребность в специалистах маркетинга, да, сейчас очень популярное еще направление IT, это, наверное, самое популярное, да, то есть все хотят айтишников, потому что нужно автоматизировать свои бизнес-процессы и так далее. Вот что от вас будут ожидать. Ну, про стандартный, да, запуск рекламы. В первую очередь это креатив. Сегодня об этом говорила очень много, да, Хуршед, про то, что без креатива, то есть, ну, как бы не будет, да, то есть если тебя не будут воспринимать, даже если вот обезлол, помните, когда бутылку трогаешь, действительно, она даже по ощущениям определенная, вот эта рифленность, ее уже узнаешь, то есть это очень важно. И вот эти вот моменты, очень важны, это психология называется. Если вы прям становитесь на пути маркетолога, если вы хотите прям действительно пойти этим путем, немного читайте книги по психологии. Не немного, а много, потому что вы должны будете понимать свою целевую аудиторию. То есть это таргетинг, да, это по интересам, целевая аудитория. Да? Целевая аудитория – это как раз про то, как тебя понимает тот или иной человек, твой клиент. Например, мне там 30 лет, я там запускаю рекламу на 30-летних девушек, у которых там они матери и так далее, и так далее. То есть вам нужно понимать, на кого направлять эту рекламу, даже в том же SMM. Когда вы делаете настройку таргетинга, вы должны четко понимать, для кого конкретно ваша реклама направляется. Там, это может быть взрослый мужчина, который водит машину, либо это домохозяйка, которая смотрит турецкие фильмы. То есть вы должны это четко понимать, что кому конкретно вы направляете. Из-за этого вот целевая аудитория – это очень важно. Ну, естественно, нужно немножко разбираться с SEO, да, и как приложения работают. И еще самая интересная тема – это сейчас искусственный интеллект, да, про то, что мы все говорим, это повестка дня, это тренд мировой, и 25-й год это будет еще больше набирать обороты, эта тема. Попытайтесь в этой теме разобраться. Это классно, когда вы понимаете хотя бы, как пользоваться, как задавать правильно вопросы, GPT тому же, да, то есть потому что он отвечает, какой вопрос, такой ответ. Из-за этого старайтесь задавать ему умные, более расширенные вопросы, чтобы он вам давал четкие ответы, и чтобы он был вам в помощь, а не просто там вам говорил там какие-то вещи, которые вам не подходят. И всегда старайтесь его адаптировать. Вот я, например, мне работу это сократило, потому что я сама по себе копирайтер, да, я много лет пишу, пиаром занимаюсь и так далее, там, понимаю немного, как писать, как тексты правильно работают. Когда я задаю GPT, там, напиши мне пресс-релиз по вот такой-то теме, да, он мне просто сухую информацию дает. То есть понятное дело, что вам нужно будет туда вложить немного своих усилий, своей души, чтобы он выглядел правильно, да, то есть не делайте копи-пейст даже на своих страницах, потому что сейчас даже любую страницу, ну не любую, а многие страницы открываешь, и там сразу вот такой текст от GPT, ты его не чувствуешь даже, да, что тебе хотели сказать. Не делайте такой копи-пейст. Подумайте о том, что хочет ваш потребитель услышать от вас. Ну и ищите доступные каналы коммуникации, это соцсети, естественно, видео снимайте, если у вас есть возможность воспользоваться там SMS-рассылками, обязательно ими пользуйтесь, потому что это классный инструмент, он до сих пор имеет большую конверсию. Как я и раньше сказала, маркетинг от вас всегда будут ожидать. Это не просто про охваты. Да? Охваты – это супер классно, супер хорошо, но, к сожалению, мы на данный момент очень мало наш рынок вкладывает именно в креатив.
грубо говоря, да, вот потому что креатив приносит бешеные охваты и приносит большой результат. Но так как у нас предприниматели хотят здесь и сейчас результат, они хотят здесь прям вот ты запустил пост и сразу у тебя продажи, чтобы пошли. А здесь я вот вас призываю к тому, чтобы объединять немного, да, эти моменты, думать, прежде чем вы создаете какой-то креатив. И, пожалуйста, думайте над этим, это важно. Здесь не просто так сегодня вот дизайнеры сидят, я прям их вижу. Креатив – это важно на самом деле, потому что он цепляет, ты можешь отстроиться и так далее, охваты. Но все равно от вас будут ожидать продажи, потому что бизнес создан для чего? Для того, чтобы приносить деньги компании, да, чтобы он окупался, чтобы руководитель там, любого бизнеса хочет зарабатывать. Вот. И самое основное, как вы думаете, почему это красный цвет? Дизайнер не отвечайте. Нет, потому что красный цвет – это действие, да, это какое-то должно произойти действие. Я вас призываю не останавливаться, действовать, всегда продолжать идти вперед и не останавливаться никогда. То есть если вы делаете, значит будет хорошо. Если не делаете, это плохо. Вот, спасибо большое. Спасибо, Мария. Я уложилась в тайминг? Живое так уложилась, да. У нас еще есть время для вопросов. Классно, и ответов твоих. Давайте. Спасибо за такое живое выступление, живой спич. Да, давайте вам. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Очень. Тут у меня возник очень давно вопрос. Вы создали первый маркетинговый клуб в Таджикистане, но там всегда собираются это те, кто а-ля уже знаком, знает. Ну, то есть, получается, это как бы не маркетинговый клуб, а клуб знакомых, которые в сфере маркетинга, да? То есть вы не, может быть, вы зовете, я не в курсе. То есть я не вижу того, чтобы был маркетинговый клуб и сбор других маркетологов, которые не пиарят себя, как это делают наши эти. То есть очень много компаний в стране, да, которые реально маркетологи, но не на пиаре, а реально маркетологи, но вот их нет. И в целом я бы хотела знать цель вашего клуба и чем она занимается. Классно, мне приятно получать такой вопрос, на самом деле, круто. Во-первых, отвечу на вопрос, да. Естественно, когда человек начинает что-то, он зовет своих близких. Это естественно. То есть я, во-первых, не знаю всех маркетологов, к сожалению, в Таджикистане, и я всегда даже на странице на это пишу, говорила, что я, к сожалению, всех крутых маркетологов не знаю. Я знаю топовых, которые на виду, которые мои друзья, которые со мной также росли на этом рынке. Да, понятное дело, что подросло большое количество маркетологов, и я даже на этой странице говорю, что, ребята, пишите нам, что если вы действительно хотите попасть, мы приглашаем. Вот даже здесь сейчас есть человек, который написал мне, и он будет на следующей встрече, например. Цель вообще объединения, и на самом деле именно в том, чтобы увидеть этих всех маркетологов. То есть я бы очень хотела, чтобы мы увидели этих профессионалов, и мы все, объединившись, могли бы, например, как сегодня, выступать перед новичками и делиться своими какими-то инсайтами. Вот это вот основная цель этого клуба. Второй вопрос какой был? Все, да, по-моему, я ответила, да, на вопрос. Да. Вопрос и потом вам. 12 лет – это не такой короткий срок. Мне интересно, как вы вошли вот в этот путь и как вы мотивируете себя вот пройти дальше, потому что, как я знаю, бывает демотивация, бывает там, возможно, у вас тоже были неуспешные проекты, и это все иногда демотивирует. И как вот вы… На самом деле, да, почему я вам показала, да, вот этот большой путь, да, то есть просто сейчас очень много ребят, которые просто там год позанимались СММ, и называют себя настоящими профессионалами. Я хотела вам немного показать, что на самом деле, да, было очень много факапов, было очень много побед на самом деле. Да. Мне повезло, я всегда работала в больших бизнесах, и это дает тебе возможность реализовать свой потенциал на самом деле, потому что там есть у большого бизнеса возможности, и ты можешь там экспериментировать, запускать крупные проекты и так далее. Что мне дает мотивацию, это
постоянное мое непрерывное обучение. Я постоянно в обучении. Я когда работала в Билайне, я только закончила университет, я вошла в такую компанию, как Билайн, я была абсолютным там зеленым студентом, меня обучали, то есть в меня вкладывала компания в мое образование. После этого я перешла в Мегафон. В Мегафоне я уже самостоятельно, постоянно подавала на курсы, я ходила на вот такие вот всякие конференции постоянно, потому что это обмен знаниями. То есть, если ты ходишь где-то, я вот вас призываю, ищите доступные, хотя бы если вот сейчас образование немного стало дорогим, ищите себе доступные, что-то бесплатные курсы какие-то. Вот меня мотивирует обучение. И из-за этого я до сих пор студент. Я сейчас до сих пор студент и в MBA, я до сих пор обучаюсь. То есть для меня это непрерывно будет всегда. Можно здесь конкретизировать и твой ответ, и ваш вопрос? Можно, да? Да. Но это больше будет звучать, наверное, как вопрос. Обучение – это процесс, да, там в процессе, в результате ты чего-то получаешь, да? Но чтобы пойти в это обучение, порой же… Как вас зовут? Замира. Замира, да? А порой же тоже нужна мотивация, а ее не хватает. И, может быть, просто ты в выступлении своем говорила, что я хотела стать там президентом компании, да? Да. Возможно, это конечная цель, ее нужно видеть. Тут цитату, почему я поставила, да, почему я обучаюсь до сих пор, потому что я хочу быть лучше, и я уже личный бренд, да, он строится на том, что ты как себя позиционируешь, да, миру этому. И я бы если ты хочешь быть кем-то, нужно стремиться к этому. То есть, если бы я не обучалась, у меня 2 детей, я бы просто стала домохозяйкой, классной мамой. В принципе, я и сейчас классная мама, но я обучение постоянно мне помогает именно идти к той цели, которую я себе нарисовала в голове где-то. Может, я не буду, может, мне потом уже я передумаю стать, да, когда-то, я уже передумала стать президентом компании какой-то. Я поняла, что я хочу обучать людей, мне это нравится. Я поняла, что я хочу делиться знаниями. То есть это может меняться, но изначально нарисуйте себе ту идеальную картину, в которой вы хотите быть, и вот туда идите. И все, что вам дает какие-то возможности приблизиться к этой цели, делайте шаги в ту сторону. Спасибо. Спасибо, Мария. Раз, еще, два, три. Да, 3 вопроса, и мы передаем следующему спикеру микрофон. Да, и если можно, оставьте время, пожалуйста, для других участников, когда вы будете задавать вопросы. Любой бюджет по ходу дороги нет, к сожалению. Надо постараться быть покороче. Во-первых, спасибо, что ведете свою социальную активность, ваш блог. Это реально интересно наблюдать. Второй момент. Касательно личного бренда, можете дать какие-то несколько рекомендаций, как с нуля выйти до какого-то узнаваемой личности? Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы недавно с коллегами пытались интегрировать в одну компанию искусственный интеллект, и по ходу брейншторма у нас возникла дилемма, вопрос. А не заменит ли этот искусственный интеллект, если мы в эту компанию интегрируем, не потеряет ли графический дизайнер, видеограф и так далее, работу, потому что искусственный интеллект как раз таки базируется вот такие креативные. Классно. Браво. Спасибо за вопрос. Вы умеете задавать лаконичные вопросы. Классный вопрос именно про искусственный интеллект. Смотрите, ребят, это неизбежно. Это то, что будет с нами, и либо вы научитесь управлять им, либо он научится управлять вами. И я вас всех призываю разобраться в нем. И, дизайнеров на данный момент, пока он еще не научился заменять 6 рук, 36 стульев и так далее. Но, да, он делает классное делает, но лучше я вам рекомендую в искусственный интеллект войти в эту тему, разобраться и им управлять, нежели бояться его, бояться изменений. Это как мобильные телефоны, да? Если бы мы сейчас боялись бы пользоваться мобильными телефонами, у нас бы не было того же личного бренда, как выделиться, отстроиться по личному бренду. Смотрите, есть классный бесплатный ресурс социальные сети. Это то, что придумало человечество, бесплатно себя, чтобы тебя узнало больше людей.
пользуйтесь этим инструментом, разберитесь в этом тоже, как сделать так, чтобы вас стали узнавать, в чем вы эксперт. Может быть, вы классно готовите, а может быть, вы классно шьете, или вы там вяжете круто. Почему нет? Эксперт — это же не только тот человек, который только говорит там на какие-то супер классные, высокие темы. Личный бренд, он может быть разным. Спасибо. 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 И девушка, был вопрос, да? Угу. Здравствуйте. Если вы заметили, почти во всех организациях, когда продажи падают, то сразу связается бюджет маркетинга. Вот вы как директор по маркетингу, как к этому относитесь? Я отношусь так, что я ищу пути, как побыстрее заработать деньги компании. Я вот так отношусь. То есть задача директора по маркетингу сидеть и думать, как компания будет зарабатывать в ближайшее время больше. То есть и в стратегическом плане, и в коротком периоде. Вот это задача директора по маркетингу. И, ну, конечно, про бюджеты это отдельная история. На данный момент мы, как маркетологи или вообще как рынок, предпринимателей начинаем обучать, да, опять же, про тот же креатив, зачем вкладываться в ролики, зачем вкладываться в ивенты, да, то есть ваша задача как маркетолога донести своему руководителю, что зачем это нужно и какой-то выхлоп даст, то есть даже в каком-то стратегическом, может быть, планировании. Спасибо. И вот еще один вопрос, молодой человек, руку поднимал. Я касательно карьерного роста хотел задать вопрос. Я SMM-специалист, уже 4 года, я как раз работаю в компании FlyTJ. Круто. Я вот хочу развиваться как раз именно в сфере маркетинга, и мне посоветовали начать с SMM. Я вот начинаю уже больше знаний получать, но из-за того, что вот так много знаний получаете, у вас какая-то фобия появляется, что вдруг вы не сможете, вдруг у вас не получится. Синдром самозванца, да? Да, вот то же самое. Вот какие вот навыки нужно учиться, чтобы уже из SMM перейти на уже полноценный маркетинг, то есть стать маркетологом, а не просто SMM-специалистом? Ну, смотрите, когда вы изучаете SMM, да, то есть это же тоже канал коммуникации. Маркетинг – это большой канал коммуникации, то есть очень много там различных коммуникаций, да, то есть это и диджитал, и наружка, и BTL, и ATL, и лендор, и аутдор. То есть маркетинг он просто в себя включает большой такой, да, вот объем, где вы можете управлять. Если вы уже готовы управлять, если вы уже 4 года, да, я уверена, что вы читаете какие-то книги, да, 100% проходите какие-то курсы, если вы развиваетесь, рискуйте говорить своему руководителю, что вы готовы пробовать управлять большим количеством коммуникаций. То есть вы сейчас один канал, да, качаете, просто попробуйте качать больше каналов. То есть лучше начать уже потом научаться, да, полноценно. Ну, смотрите, я же говорю, здесь вопрос того, что вы просто вот придете и станете сразу маркетологом. Нет, здесь вопрос, конечно же, ваших компетенций в голове, да, то есть что от вас хочет руководитель и можете ли вы это ему дать. Вот здесь в этом. Это не так, чтобы вы параллельно обучались. Параллельно обучаться всегда нужно. Но если вы уже сейчас, например, да, SMM, приходите к своему руководителю, ну, вы уже где-то читали что-то, да, там где-то изучаете, и говорите, я готов еще взять на себя вот этот канал продвижения. То есть, может быть, вы не сразу станете директором по маркетингу, а какие-то каналы коммуникации будете курировать. То есть для руководителя вашего это будет классно, что мой сотрудник берет на себя вызов новых, да, каких-то решений, он может новым чем-то заниматься. Вот. Прям вот я вам не могу просто порекомендовать, знаете, иди на Skillbox, и ты завтра станешь классным маркетологом. Нет. Это опыт, это пройти, набить шишки, где-то получилось, где-то не получилось. И опять же, показать результат ваш. Да, за 4 года, мне кажется, у вас уже там огромный результат, вы можете поделиться, сказать руководителю. Угу. Спасибо за вопрос. Наверное, это про принятие ответственности, да? Насколько ты сам готов принять ответственность на себя. Сказать, спасибо. Вот вопросы просто не смолкают. Лайло, мы укладываемся во время, поэтому заключительный вопрос. Не вопрос, а просьба. Можете мне, вот я присоединяюсь к вашему клубу? Напиши. Да, всех позовем. На самом деле, многие пишут, да, там, типа, почему меня не зовут, почему не меня? Во-первых, мы собираемся небольшим кругом, то есть это клуб. Клуб – это когда ты не можешь пригласить вот так вот много людей, да? Почему? Потому что это уже форум.
вот такие площадки, мы обязательно соберем такой форум и пригласим всех. Но если прям очень хотите, напишите нам, мы вас рассмотрим. Там определенные есть критерии попадания в этот, на этот клуб. Круто, супер. Душанбе Маркетинг Клаб называется наша страница, напишите нам туда. Спасибо большое. Вот что значит нетворкинговые площадки, да, когда ты не только получаешь какие-то новые знания, новую информацию, а когда чего ты хочешь, да, вдруг ты это здесь встречаешь, и вдруг ты это видишь, да? То есть вот те возможности, Гулянора, о которых говорила, возможности и желания, они схлопываются. Мария, вам выбирать, кому вы дарите три книги? Да, три книги. Окей, да. Вопросов было больше, чем 3. Да. Прикольно. Тайм-менеджмент, крутая тема, кстати. Вот я подарю вот вам. Да, потому что раз вы уже готовы становиться, вы должны правильно управлять своим временем. Трансформация мышления. Так. Ладно, давайте вам. Последний вопрос. Я просто всех не запомнила. И кто мне еще задал? Вот, ну вы уже книгу получили. У нас была девушка. Девушка, да? И у нас была девушка. Вот девушке я вот хочу вот этой девушке подарить. Она первая задала вопрос. Спасибо большое. Спасибо вам большое за то, что пришли. И, как я еще раз отмечу, Алифу большое спасибо за такую возможность нам собраться. И опять же, такие площадки дают нетворкинг. Постарайтесь побольше познакомиться с друг другом. Вот это самое ценное вот в таких ивентах. Спасибо большое. Спасибо большое. Это была Мария Тарази. Спасибо.